Хайрлы кун. Добрый день, уважаемые налогоплательщики. Сегодня мне выпала возможность выступить на данной площадке 1С рейтинг, о чем я благодарю руководство. Тему у нас немножко хотелось бы довести немного с объявлений начать, а потом перейти к основной теме топ вопросов и ответов. Ну, что касается акции «Требуй чек, выиграй приз», хотелось бы сообщить, что да, вот проводится с 4 сентября 2024 года до конца года, до 31 декабря, это уже вот очередная акция «Требуй чек, выиграй приз» Комитетом государственных доходов совместно с ОФД, с оператором фискальных данных. Но целью, конечно, акции это является повышение гражданской активности, сокращение размеров теневой экономики, конечно же, повышение правовой культуры граждан, то есть с целью защиты прав как потребителей. Ну, а что нужно сделать? Для этого нужно будет скачать приложение Омиан с App Store Play Market. И, соответственно, при покупке каких-то товаров, работ, услуг, можно будет отсканировать QR-код, и, соответственно, чек загрузится, зарегистрируется в Омиан, и далее он будет участвовать в розыгрыше. Розыгрыш проводится, получается, у нас еженедельно, по понедельникам, где-то в 5 часов в прямом эфире Омиан, Омиан Ап, такой вот Инстаграм. И уже есть победители, которые, получили призы. Призы еженедельно разыгрываются смартфоны, а ежемесячно разыгрываются у нас iPhone 15 Pro. Поэтому приглашаем всех активно поучаствовать в этой акции. То есть участвовать могут все, любые граждане, даже работники органов государственных доходов. Что касается салык-бота в Телеграме, уважаемые налогоплательщики, вы уже, наверное, знаете о том, что Комитет государственных доходов очень много запускает сервисов электронных для повышения налоговой таможенной грамотности не только налогоплательщиков, но и обычных граждан. И здесь очень много сервисов, и вот теперь получается, помимо сервисов помощь по налогам физических лиц, банкротство, всеобщее декларирование, разблокировка счета, то есть когда арест, да, у нас тоже запускается такой сервис, как помощь по таможенным вопросам для оказания помощи участникам внешнеэкономической деятельности, в том числе по вопросам прохождения таможенных постов и выпуска товаров. И с 20 сентября в салык-боте у нас, получается, объявлены такие опросники, как мнение о деятельности органов государственных доходов о качестве услуг. То есть, вы знаете, да, мы как государственный орган, то есть органы государственных доходов оказывают государственные услуги. Нам очень важно ваше мнение, уважаемые налогоплательщики, поэтому приглашаем пройти также опросники в данном салык-боте. Далее, о платформенной занятости следует сказать, потому что у нас сейчас вопрос этот актуальный, и здесь у нас были внесены, изменения. Изменения такие, что 1 июля 2024 года главой государства подписаны изменения в налоговые и социальные кодексы. Вступили в силу они с 1 сентября, которые предусматривают снижение размера ставок социальных платежей до 1%. То есть 4% всего, это вот по 4 получается ИПН, ОПВ, социальное отчисление и УСМС, взносы на УСМС. При этом сохраняется право применения стандартных ставок социальных платежей и признание операторов интернет-платформ налоговыми агентами по удержанию плате налогов и социальных платежей, а также возможность применения 2 специальных налоговых режимов исполнителями, зарегистрированными на интернет-платформе. Возможно, кто-то еще не знает, не в курсе, у нас в прошлом году, в сентябре 2023 года, Комитетом государственных доходов был запущен пилотный проект с Яндекс, да, это служба такси. Там, получается, в этом пилотном проекте участвуют водители такси. И необходимость была вызвана тем, это, конечно, в первую очередь в том, что очень много в Казахстане сейчас используется различных мобильных приложений, через которые предоставляются различные услуги, доставка еды, такси, но при этом здесь, получается, нет социальных гарантий для таких, получается, налогоплательщиков граждан. Здесь нет, получается, такие граждане не смогут получить социальные выплаты,
пенсий, то есть из НПФ. И, соответственно, таким образом и было решено внести ряд поправок как в социальный кодекс, так и налоговый кодекс. В социальном кодексе были введены такие понятия, как оператор интернет-платформ, исполнитель и заказчик. Исполнитель – это то лицо, которое на платформе, получается, интернет, размещает объявление о предоставлении услуг и предоставляет, получается, заказчикам далее услуги через интернет-платформу. Ну, что касается еще и к тому же ставка ИПН у самозанятых на интернет-платформе составляет всего лишь 1%, то есть, что немаловажно, и отчетность налоговую они не представляют. Соответственно, теперь, получается, в налоговом кодексе у нас дано право таким, значит, предпринимателям, те, кто использует специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения, использовать еще и второй режим. То есть использовать могут они также крестьянские хозяйства, два режима. И если они зарегистрируются на интернет-платформе, то есть в данном случае у нас пока Яндекс, пилотный проект действует, то у оператора интернет-платформ обязан удержать, получается, с доходов по этой платформе, значит, налоги по ставке 4% или по выбору. То есть там сам исполнитель может решить все-таки платить побольше там, по стандартным ставкам, да? То есть там 10%, 3,5%, 5% от 1,4 МЗП. Вот. И хотелось бы отметить, что сейчас мы проводим такую работу разъяснительную с водителями такси о том, что, потому что есть там приказ, пилотный проект о том, что если есть те предприниматели, которые работают на интернет-платформе, но используют другие режимы, патент, допустим, упрощенная декларация, то им необходимо будет перейти на режим с использованием мобильного приложения. А если есть еще дополнительно какой-то другой иной доход, ну магазин, к примеру, то, соответственно, можно будет выбрать либо режим при соответствии, да, условиям, либо общеустановленный порядок. И сейчас для этого пока еще комитетом реализуются в электронном виде, ну, как бы все возможности для отправки, для перехода путем подачи уведомления о применяемом режиме через eSalog Business. Пока это еще не реализовано, поэтому нужно будет подать на бумажном носителе в территориальные органы государственных доходов для перехода. Для участников внешнеэкономической деятельности хотелось бы также сообщить, что со 2 октября у нас этого года статус таможенных деклараций, отправленных через Астана-1, можно узнать, позвонив в единый контакт-центр по номеру 1414. Там операторы на первой линии могут оказать вам помощь. И до конца 2024 года планируется поэтапное внедрение функционала новой таможенной системы ИС-КИДЕН. То есть все этапы таможенных операций и взаимодействия со всеми ее участниками, начиная от ввоза и получения разрешительных документов, заканчивая контролем после выпуска товара с переносом действующего функционала ИС Астана-1 и единое окно, а также предварительное заполнение деклараций, трекинг растаможки на любом этапе оформления, автоматизация этапов оформления с фиксацией нарушений, ну и интегрированный контроль и оформление по принципу одного окна. О применении контрольно-кассовых машин. Ну, здесь мне тоже хотелось бы сделать такое маленькое объявление, уважаемые налогоплательщики, о том, что, в принципе, все вы знаете, что в Казахстане все денежные расчеты, да, значит, производятся с обязательным применением ККМ онлайн с функцией фиксации передачи данных, если эти модели, значит, включены в госреестр. И, соответственно, при применении ККМ предъявляются требования, такие как постановка на учет и выдача чека. Причем по выдаче чека хотелось бы сообщить, что 166 статьей есть требования именно по содержанию реквизитов. И один из реквизитов – это информация о наименовании товара, работ, услуг. И вот тут вот хотелось бы сообщить, что по онлайн ККМ у нас сведения передаются операторами фискальных данных в органы государственных доходов. Это вот по 165 статье, получается, 171 статье Налогового кодекса. И Комитетом государственных доходов произведен анализ. В итоге установлено, что на 1 сентября ну, всего лишь 83% получается чеков передано в комитет, и где, то есть не всего лишь, извиняюсь, а вообще получается из 100%
чеков направленных, 83% направлены без указания товаров, работ, услуг. Это, конечно, ведет к нарушению законодательства именно по содержанию реквизитов и, соответственно, и способствует тому, что при мониторинге, то есть нам, получается, необходимо, очень важно учитывать, получается, цены на социально значимые продукты, продовольственные товары, на лекарственные средства, в общем, для мониторинга. Поэтому мы рекомендуем все-таки, как органы государственных доходов, не нарушать законодательство и привести, получается, данные в соответствии с требованиями законодательства. По ИСНО. В принципе, по ИСНО комитетом государственных доходов были сделаны объявления, были некоторые публикации на портале, на сайте, в новостях о том, что комитет в текущем году планирует запустить полностью новую систему информационную ИСНО, которая заменит функционал 7 действующих систем. Да, это ИНИС, ЦУС, АКЦИС, СОНА, КНП, портал ИЖ. На сегодня у нас 14 систем действует, налоговых, таможенных, и будет теперь функционировать, получается, 5 систем. Это ИССФ, СУР, ИСНО, интегрированная база данных, КИДЕН. По ИС-АКЦИЗу вы уже знаете, да, что с 1 августа отключена система, и ИС-АКЦИЗ, и с 5 августа уже осуществляется представление через ИСНО некоторых деклараций. Переходим к вопросам налогоплательщиков, то есть к основной теме. Мне хотелось бы озвучить следующий вопрос. У нас, в принципе, в управлении разъяснительной работы контакт-центра действует и контакт-центр, то есть 3 оператора у нас работают, 1414, добавочный 3, где мы предоставляем разъяснения. У нас, конечно же, с введением всеобщего декларирования очень много вопросов в текущем году было по вопросам всеобщего декларирования. Мы разъясняем еще путем предоставления ответов как устных, так и письменных через Е-обращения, и сделали небольшую подборку. Возможно, вам будет интересно. ИП применяет СНР розничного налога, имеет объекты налогообложения в разных населенных пунктах. К примеру, Усть-Нагорск, Павлодар. Скажите, могу ли я применять одну ставку, сниженную 2% на все точки? В принципе, по СНР розничного налога уже как-то сейчас меньше обращаются, но еще раз хотелось бы отметить, что ставки, да, там не одна ставка по положениям статьи 696 прим. 3, и ставка есть 4%, 8%. Причем 4% это ставка у нас по всем доходам применяется, и эта ставка она может быть снижена до 2%, да, по решению местных представительных органов. 8% она применяется, когда реализуются товары, оказываются услуги налогоплательщикам, которые применяют нормы пункта 3.2 статьи 242, то есть по вычетам, да, то есть когда в общеустановленном порядке работают или с использованием фиксированного вычета, то есть ведут учет расходов, относят на вычеты, да, для исчисления корпоративного или индивидуального подоходного налога. И получается, что есть правила по заполнению 913 формы, где говорится, что там в правилах конкретно и предусматривается, что можно указать все торговые точки, то есть в отличие от другого режима, от режимов для СМБ, субъектов малого бизнеса, здесь можно работать в разных населенных пунктах, открывать торговые точки, и в этой декларации 913 учитывать все торговые точки с указанием места, территориального управления государственных доходов, и, соответственно, ставки они могут быть разные. К примеру, 4%, 8%, 2%, как у нас, да, по решению Усть-Нагорского маслихата, снижение было ставки до конца года до 2% на все виды деятельности. Виды деятельности, вы знаете, да, 364, они утверждены постановлением номер 393 22 мая 2023 года. Соответственно, получается, у нас ставка применяется по каждому месту осуществления деятельности с учетом решения маслихата, местного представительного органа. И, соответственно, неправильно будет применять ставку, нашу ставку по городу Усть-Нагорск 2% на все торговые точки.
Следующий вопрос у нас получается тоже связан с режимом розничного налога. Такие вопросы у нас были. ИП применяю СНР розничного налога, работаю в рамках госзакупа с государственными учреждениями. Выписываю СФ в адрес государственного учреждения, какая ставка у меня должна быть, 4% или 8%. Ну, я уже, в принципе, озвучила о том, что у нас ставки могут быть, получается, разные, 3 ставки, да. И вот тут вот следует сообщить, что государственные учреждения это у нас не являются плательщиками корпоративного подоходного налога. То есть госучреждение освобождено, получается, от уплаты КПН, подтверждение вычетов не требуется. Соответственно, такой доход подлежит обложению с применением ставки корпоративного подоходного налога в размере 4% или сниженной ставки по решению маслихата, даже если налогоплательщик выписывает электронную счет-фактуру государственному учреждению. Следующий вопрос, он тоже связан, получается, с розничным налогом. Значит, здесь говорится, вопрос ставится так. ИП на розничном налоге оказывает услуги организациям социальной сферы. Какую ставку я должна указывать в декларации? Ну, у нас получается относительно организаций, осуществляющих деятельность в соцсфере, это статья 290 статья. Значит, здесь по нормам законодательства они, получается, уменьшают сумму исчисленного корпоративного подохода на 100% при соответствии условиям, да, в соответствии с статьей 302. То есть там условия такие, что виды деятельности, оговоренные, да, то есть статьей 290, должны составлять не менее 90% СГД. Ну и аналогично по автономным организациям образования. И поэтому такие налогоплательщики, они все-таки являются плательщиками КПН, представляют форму 100, где отражают вычеты, соответственно, на них распространяются нормы пункта 3.2 статьи 242 по отнесению сумм расходов на вычеты. И, соответственно, значит, если налогоплательщик применяющий СНР розничного налога, выписывает СФ или чек ККМ с указанием БИН покупателей организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, то такие организации для целей подтверждения расходов покупателя, то такой доход подлежит обложению по ставке 8%. Должны ли вести бухгалтерский учет, значит, налогоплательщики при применении СНР розничного налога? Такие требования у нас предусматриваются не налоговым законодательством, законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и статьей 2, получается, пункта 2 закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности предусмотрено, что те предприниматели вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета, если соответствуют одновременно условиям, то есть применяют спецналоговые режимы для субъектов малого бизнеса. Для субъектов малого бизнеса это у нас получается патент, упрощенная декларация, СНР с использованием мобильного приложения, СНР с использованием фиксированного вычета. СНР розничного налога сюда не относится в соответствии с налоговым законодательством к режимам для субъектов малого бизнеса. И следующее условие, они не должны быть плательщиками НДС и не являться субъектами естественных монополий. Поэтому плательщики и предприниматели на СНР розничного налога должны вести бухгалтерский учет. Должен ли ИП, применяющий СНР с использованием специального мобильного приложения «Бизнес» платить социальный налог? Ну, у нас нормы регулируются законодательством. В принципе, мы очень много разъясняли. В принципе, тоже все, наверное, знаете о том, что этот режим, он с использованием мобильного приложения «Бизнес», он идентичен патенту, практически ставка минимальная 1%, плюс они еще платят соцплатежи, при этом не платят социальный налог в соответствии с статьей 482, освобождаются, так же, как и на патенте. И, соответственно, он очень удобный для применения. Но там есть 33 вида деятельности именно в части ограничений. Причем особое отличие от патента в том, что здесь не нужно представлять никакую отчетность. Приложение Self-Business само, получается,
исчисляет, автоматом разносится на лице вычета начисления и идет авторасчет уплаты налогов. Может ли ИП, работающий по упрощенной декларации, использовать СНР с использованием мобильного приложения и Select Business и не применять контрольно-кассовую машину? Да, то есть статьей, получается, у нас 686 прим. 2 оговорено, что вот это вот мобильное приложение и Select Business также могут использовать предприниматели на упрощенной декларации. Это очень удобно для формирования выдачи чека через вот это мобильное приложение. То есть, и, соответственно, что ведет к экономии, да, расходам. То есть можно не устанавливать контрольно-кассовый аппарат и, значит, осуществлять выдачу чека через мобильное приложение. Ну и кроме того, для упрощенщиков здесь есть преимущество в том, что идет авторасчет, получается, ИПН и социальных платежей за работников и по уплате, и по представлению налоговой отчетности. А 166 статья Налогового кодекса, значит, пункт 2 дает право именно тем лицам, получается, которые, значит, на те денежные расчеты, которые производятся посредством специального мобильного приложения, не применять контрольно-кассовую машину. То есть это вот что касается льгот. Глава крестьянского хозяйства, то есть переходим уже к другому разряду. Глава крестьянских хозяйств, который применяет спецналоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, планирует открыть магазин по продаже различных товаров. Правомерно ли применять данный режим или нет? Ну, у нас вот получается, вот сейчас поправками, то, что я озвучила, по платформенной занятости для СНР с использованием мобильного приложения есть возможность применять два режима, да, если там есть дополнительно какой-то иной доход. И для крестьянских хозяйств у нас статьей 703 пунктом 4 дано такое право, когда есть, получается, глава получает доходы от видов деятельности, на которых не распространяется действие СНР, ну, к примеру, магазин, да, он открыл, то, соответственно, на такие доходы от деятельности, от иных видов деятельности, или магазин в нашем случае, применять либо СНР для субъектов малого бизнеса, либо работать в общеустановленном порядке. То есть спецналоговые режимы, они должны при выборе, нужно смотреть на условия. Это 683 статья Налогового кодекса, то есть при соответствии условиям их применения, то есть он может выбрать там упрощенную декларацию, либо патент, либо другой режим. Есть тоже, знаете, к нам тоже поступают различные вопросы вообще от физических лиц, работников, от самих предпринимателей. И очень часто, можно сказать, поступает вопрос от предпринимателей, которые работают, ну, к примеру, используя спецналоговые режимы, да, на основе упрощенной декларации, патента. И вот они спрашивают многие, ну, к примеру, вопрос такой. Предприниматель является матерью ребенка-инвалида и получает пособие по инвалидности. Работает в режиме упрощенной декларации. Может ли такой предприниматель применять вычет по ИПН по 346 статье, именно 882 МРП за календарный год? Но это стандартный налоговый вычет, да, то есть для социально уязвимых слоев населения, вы знаете, да, что там есть такое. Там оговаривается, что такую льготу, стандартный налоговый вычет, имеют один из родителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью до 18 лет, один из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного лицом с инвалидностью по причине лицо с инвалидностью с детства. Налоговые вычеты применяются на основании документов, получается. И хотелось бы отметить следующее, что, в принципе, то есть самое основное, чтобы было понятнее, у нас, значит, в рамках спецналоговых режимов, именно как раз-таки для субъектов малого бизнеса, именно по упрощенной декларации, допустим, с использованием мобильного приложения, конкретно оговаривается по 681 статье, что является доходом. Это доход, который получен, значит, за налоговый период, и причем он, значит, без вычетов применяется, как является как объектом обложения. То есть учет расходов они не ведут. Соответственно, это льготные режимы, ставка у нас здесь
ну, минимальная, да, то есть 3%, в отличие от общеустановленного порядка. Поэтому, учитывая, что это получается введение упрощенного порядка, и что объектом налогового, значит, объектом налогообложения является для такого ИП все-таки доход без учета вычетов, то есть по упрощенном виде, соответственно, такой вычет по доходам ИП на упрощенной декларации не применяется. Ну, есть и другие льготы для таких лиц, для таких категорий одного из родителей по другим налогам, в частности, по налогу на имущество. Тоже спрашивают, есть такие вопросы, когда, значит, у сотрудницы, например, по беременности родом больничное оформляла, да, согласно, применяется 14-кратный МРП. Может ли ТО применить стандартные вычеты 14 МРП и вознаграждение по ипотечным жилищным займам за период нахождения на больничном, дородовой, послеродовой отпуск при расчете отпускных? Ну, здесь хотелось бы отметить, да, что у нас есть такой вычет 14 МРП, стандартный налоговый вычет, есть вознаграждение по ипотечным жилищным займам, но все эти вычеты применяются к объекту налогообложения, это доход. То есть должен быть доход, а учитывая, что при дородовом и послеродовом отпуске у нас дохода нет, соответственно, здесь вычеты у нас не применяются. 14 МРП в данном случае вознаграждение по жилищным займам. Так, следующий. Как правильно относить в зачет суммы НДС по импортированным товарам, переходящим на следующий квартал? Ну, к примеру, ТО импортирует товары из стран ЕС и оприходует у себя в бухучете в марте. Оплата НДС в марте, заявление, ну, 328-я, получается, представлена в апреле. В каком квартале сумма НДС будет относиться в зачет? В первом квартале все-таки или во втором квартале? Поэтому здесь хотелось бы сразу отметить, что 400-я статья, 401-я статья, она конкретно оговаривает, когда в таких случаях при импорте из третьих стран и из стран ЕАЭС мы берем в зачет, и в данном случае это будет последняя, наиболее поздняя дата, либо дата оплаты, либо последний день налогового периода, ну, к примеру, в частности, заявление о ввозе, за который зачислен такой налог. Поскольку НДС на импорт уплачен в марте, а последний, в рассматриваемом случае, а последний день налогового периода 31 марта, то сумма НДС в рассматриваемом случае подлежит отнесению в первом квартале 2024 года. Тоже по НДС. ТО производит и реализует медицинские реагенты для лабораторных исследований. Согласно статье 394 Налогового кодекса освобождается от НДС обороты по реализации лекарственных средств. Так, должны ли мы учитывать этот оборот при определении оборотов по НДС для целей обязательной постановки на регистрационный учет по НДС? Да, у нас 394 статья, подпункт 33, предусматривает такую льготу при, получается, реализации лекарственных средств любых форм. И там оговаривается единственное, что приказом министра здравоохранения от 7 июня 2019 года утверждается перечень лекарственных средств. Поэтому обороты по реализации лекарственных средств и медицинских изделий освобождаются от НДС, если такие лекарства, получается, медицинские изделия включены в перечень. Но по статье 82, получается, Налогового кодекса у нас определяется, что является, значит, какой размер оборота, получается, у нас включается, будет являться оборотом для целей постановки на рекучета, на рекучет по НДС, и, значит, это облагаемый оборот по 369 статье, за исключением необлагаемых оборотов по реализации товаров, работ и услуг. Соответственно, учитывая, что в необлагаемый оборот по 370 статье входит освобожденный оборот, соответственно, сумма освобожденного оборота не включается в размер минимум оборота для целей постановки на учет. То есть не нужно учитывать этот размер. Далее. ТО заключила с ИП нерезидентом РФ Российской Федерации договор на обучение. Предмет договора — комплексные услуги по систематизации бизнеса, обучению руководителей сотрудников, разработке, внедрению инструментов управления. Услуги осуществляются путем контакта обучаемого преподавателя в режиме реального времени посредством Zoom, Skype. Возникает ли обязательство
по исчислению платы НДС за нерезидента. Местом оказания услуг является территория какого государства? Ну, здесь мне хотелось бы сразу отметить, что очень много вопросов от нерезидентов, от наших налоговых агентов поступает резидентов по международному налогообложению. И в данном случае по образованию, по обучению все-таки есть термины в законе об образовании, в частности, есть такое онлайн-обучение, это форма обучения по конкретным направлениям подготовки кадров. Есть, получается, понятие консультационные услуги по налоговому кодексу. И, соответственно, здесь, конечно, рассматривая данный ответ, нужно все-таки принимать во внимание условия договора. Поэтому очень важно, исходя из условий договора, правильно изучить и далее ответить. Ну, мы в данном случае ответили так, что так как это РФ, место реализации определяется у нас по 441 статье, соответственно, мы здесь говорим, что если эти услуги по 441 статье классифицируются как консультационные, то местом реализации будет являться Республика Казахстан. Ну и, соответственно, оборот будет облагаться здесь у резидента за нерезидента. И если эти услуги по индивидуальному обучению по факту они оказывались на территории Республики Казахстан посредством Zoom, Skype, если они по факту все-таки действительно являются образовательными услугами, то в данном случае также является место реализации Республика Казахстан. У меня по времени очень мало, тут 2 минутки. По имущественному доходу буквально, хотелось бы отметить 2 вопроса. По МД очень много вопросов к нам поступает по имущественному доходу. Но в частности, для предпринимателей ИП применяет СНР на основе упрощенной декларации, планирует в этом году реализовать имущество, полученное в дар в августе 2019 года. Возникает ли имущественный доход и нужно ли делать оценку? Ну, в данном случае мы руководствуемся 334 статьей Налогового кодекса, поскольку это ИП и это прочий актив, скорее всего, он используется для предпринимательской деятельности. И тут нужно сделать еще такой момент, что там 334 статьей тоже оговаривается, что доходом прирост определяется как разница между стоимостью реализации и первоначальной стоимостью. Причем в первоначальную входит, получается, та стоимость актива, которая была включена именно в качестве безвозмездного полученного имущества в декларацию 910 по 681 статье. Скорее всего, в обращении здесь не было сказано, что включал он, не включал. Думаем, что он не включал, соответственно, доходом от прироста стоимости в данном случае в связи с отсутствием первоначальной стоимости будет цена реализация. А оценку мы сделать здесь, получается, не можем по данному имуществу, потому что оно не было получено в порядке наследования или благотворительной помощи. И в рамках всеобщего декларирования, получается, данному лицу в следующем году ИП нужно будет представлять декларацию формы 270 за 2024 год. И еще один последний вопрос. Здесь уже физическое лицо задает вопрос. Мною как физическим лицом в 2017 году приобретена квартира за 4 миллиона, затем переоборудована под офис. В 2024 он уже продал этот офис за 15 миллионов тенге. Знаю, что возникает имущественный доход. Могу ли я учесть мои затраты на реконструкцию? Но учитывая, что это физическое лицо, руководствуемся 331 статьей Налогового кодекса. И так как у него, получается, здесь отсутствует цена приобретения имущества, здесь произведена все-таки перерегистрация объекта недвижимости на основании изменения целевого назначения с жилого на нежилое. Соответственно, здесь стоимости приобретения нет, поэтому доходом от прироста будет цена реализации. И расходы на реконструкцию и переоборудование квартиры в данном случае не учитываются. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. Если какие-то вопросы у вас будут, уважаемые налогоплательщики, вы можете обращаться к нам в Департамент государственных доходов по телефону 700459, контакт центра 1414 добавочный 3. Можете обращаться письменно через ЕУТНШ. Ну и следите за нашими новостями в Инстаграм, где мы тоже здесь указали на слайде. Вот. Ну и плюс еще, конечно, задать вопрос спикеру.
Спасибо.